Я продолжаю писать карту дня на 4 марта, на понедельник. Смотрим и следующие 6 знаков зодиака. Это будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вы свой знак не услышали среди названных, тогда вам нужна первая часть. Внизу под этим видео есть ссылочка на нее. А я смотрю дальше. Весы, 4 марта, понедельник, события дня. Первое событие — роза. Месяц. Второе событие. Венок лавровый. Третье. Ножницы. Ну, пока все очень даже хорошо. Так. Бабочка. Деловой разговор. Победа. И здесь нет. Значит, смотрите, события, которые выпали. У вас может быть свидание или приятная встреча, деловой разговор, решение вопросов, победа, успех. Вообще, тут видите, все события, связанные с работой и делами, все три хороших события выпали. Успех, победа и ножницы, разрешение каких-то проблем. И также еще выпадает месяц, который показывает, что будут события, которые повторяются с вами. Ну, имеют какую-то цикличность. Допустим, там каждый месяц 4 числа вы что-то делаете. Так что вот еще вот такое событие. Благодарю за внимание. У вас очень-очень хороший день. Переходим дальше к скорпионам. Скорпиончики. 4 марта. Месяц. Первое событие. Будет событие, которое постоянно повторяется. Ну или имеет какую-то цикличность. Бокал нельзя. Бабочка. Деловой разговор. Так, цыпленка нельзя. Весы. Сомнения какие-то могут быть у вас в понедельник. Ключ. Ключ — это очень хорошо. Так, ну больше не вижу. Сейчас посмотрю еще. Горизонталь, вертикаль смотрим. Корабль нельзя. Здесь нету. Смотрите, есть еще замок. Здесь нет и здесь нет, не вижу. Получается 5 событий. Первое. Месяц показывает, что будет какое-то событие, которое имеет цикличность, повторяется. Может быть деловой разговор, общение, деловой рабочий какой-то сложный выбор.
Открытие секретов тайн вас ждет в понедельник. И ключ показывает, что все в ваших руках. В этот день перед вами открываются все, убираются все замки, все двери. Нет никаких преград. Поэтому все должно идти легко, и все должно вам легко удаваться в этот день. Так что, в принципе, я считаю, день очень даже хороший. Благодарю за внимание, скорпиончики. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. Четвертое марта. События дня. Подарок. Первое событие. Весы. Якорь. Ножницы. Деньги. И удача. Подкова. Так, значит, теперь смотрим здесь, что расческу нельзя. И очень даже хорошо, что ее нельзя соединить. Метлу нельзя, тоже хорошо. И здесь нет. Получается, у вас в этот день, в принципе, все события хорошие, со знаком плюс. Подарок, решение вопросов, удача, какие-то вопросы, связанные с финансами, будут решаться. Сложный выбор, ну вот это как бы такое нейтральное, не хорошее, не плохое. Сложный выбор, тяжело принять решение. И по якорю это всегда где-то надолго остановка какая-то. Тоже как бы не самое приятное. Ну, в принципе, кто как любит. Если вы человек не сильно активный, хотя вы, стрельцы, обычно активные. Для земных знаков якорь это, наоборот, хорошо. Им, то есть, смотря для какого знака. Для вас, конечно, якорь очень хорошо, потому что вы такие не любите на одном месте находиться. Так что вот так. Благодарю за внимание. Перехожу к козерожкам. Козерожки. 4 марта. Козероги, смотрим, что вам этот день принесет. Сразу же выпадает книга «Казенный дом». Венок уже нельзя соединить. Любовь. 2 сердца. Якорь. Возможно, в казенном доме заякоритесь, там проведете 2-3 часа. Бокал, застолье. А застолье будет с любимым человеком. Будильник.
Так, сейчас я смотрю еще здесь, что... Нет, 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 нет и не вижу. Получается 5 событий. Первое показывает, что у вас будет какой-то контакт с госучреждением. Ну, это налоговая, банк, ЖКХ и так далее. Казенный дом. Больница может быть, в том числе школа, садик, университет. Дальше все хорошо будет в личной жизни, любовь. Может быть в этот день какое-то застолье. Ну, застолье не обязательно собрались там 20 человек и пир устроили. Это может быть там 2-3 человека, 4 хорошо проводят время. Дальше какая-то проблема со временем, смотрите, может быть в этот день. Вы можете либо опаздывать, либо наоборот сильно долго ждать. Но скорее опаздывать. Ожидание обычно показывает корабль. Если сильно приходится долго ждать, корабль выпадает. А если будильник, то это больше вот именно спешка. И якорь показывает, что где-то, возможно, вот смотрите, будильник, из-за чего у вас проблема со временем? Из-за того, что вас что-то держит, якорь. Как вот якорь держит корабль, и корабль не может двигаться. Вот так и вас может что-то держать, и из-за этого у вас будут проблемы со временем в этот день. Так что правильно рассчитывайте время. Переносите, если у вас какая-то встреча, а вас что-то держит, ну, значит, переносите, чтобы потом не спешить, не нестись. Ну, вот такие предупреждения для вас на понедельник. Будет у вас якорь. Благодарю за внимание и перехожу я к водолеям. Сейчас посмотрим, что у водолеев. Водолеи. 4 марта. События дня для водолеев. Ключик, первое событие. Застолье, второе. Череп нельзя. Так, еще есть яблоко, это слезы. Яблоко, это, знаете, как запретный плод. Что-то, что нельзя, но очень хочется. Так, значит, тайна какая-то еще выпала. Открытие тайны и подарок. Подарочек. Деньги. Здесь нет. Получается, в этот день ключ показывает, перед вами открыты все двери, у вас появляются какие-то возможности, все в ваших руках. Может еще показывать ключевой день, то есть какой-то важный. Вот так еще бывает. Важный день, события, подарки. Ну, какое-то событие может быть. А также у вас будут финансовые операции, откроются какие-то тайны, секреты в этот день по замку. И будут слезы. Но опять же, слезы могут быть и радости. Да, например, на застолье. Веселились, смеялись, рассказывали какие-то веселые истории, смеялись до слез. Это не обязательно слезы грусти. Тем более я как бы не вижу здесь плохих событий. Ну вот тайна, конечно, тайна может открыться не самая приятная. Вот часто по ключу открываются, вылазят все секреты. Может быть, конечно, секрет не самый приятный, из-за этого слезы. Ну, будем надеяться, что проиграется вот
другим вариантом, да, когда хороший какой-то интересный секрет, а это слезы радости. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу к рыбкам. Остались рыбки. Наши именинники остались. Смотрим рыбки. Покажите мне рыбки 4 марта. Марта, события дня, рыбки. Так, ну и где события для рыбок? Стесняюсь спросить. Ага, есть. Верность, первое событие. Неприятность. К сожалению, но есть, видите, неприятность. Угу. Так, есть еще чемодан. Горизонтали, вертикали не нашла совпадения. То есть у вас 3 события только я вижу на этот день. Первое показывает, что все хорошо будет в личной жизни. Любовь, верность, взаимопонимание. То есть все хорошо между вами и любимым человеком. Если отношений нет, возможно, карта показывает, будет знакомство и появится в вашей жизни такой человек, с которым вы будете парой. Дальше. И минус выпадает вторым событием. Неприятность. Предупреждает вас, что будет какая-то неприятность. Но опять же, видите, не выпало ни болезнь, ни обман, ни рыба, ни конфликт. Ничего не выпало. Поэтому, возможно, вы будете свидетелем неприятности, либо, может быть, вы кому-то будете помогать избегать какой-то неприятности. Ну, тут сложно сказать. А может быть, просто карты нам не показали, что вот это неприятность. И еще может быть временная разлука, расставание с кем-то. Или наоборот встреча. Если вы были в разлуке, то это встреча после долгой разлуки. Так что вот такие события. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.